Поки подавати гарячу воду немає можливості з міркувань економії. Були звернення з приводу того, щоб у вихідні дні зробити окремий графік, але немає технічної можливості для цього. С нами сейчас на прямой связи Евгений Ярошенко, аналитик Кримсос. Пане Євгене, вітаю вас. Алло. Пане Євгене, чуєте? Доброго дня. Так, доброго дня. Чуєте? Так. Ага. Добро, мы теж вас чуємо. Сегодня вот стало известно от оккупационного главы правительства Крыма Юрия Гаценюка, который сообщил, что в Крыму продолжаются работы по поиску дополнительных источников воды и ведется бурение скважин для снабжения Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Вот что он сказал относительно мер, которые принимают оккупационные власти сегодня, чтобы решить вопрос воды в Крыму. Давайте его вместе послушаем и обсудим. На сьогоднішній день ведеться буріння свердловин на території Віленського, Зуйського, Іванівського родовищ. На сьогоднішній день працюють 4 установки. До грудня буде працювати близько 5 свердловин Віленського водозабору, що дозволить додатково подати більше 20 тисяч кубів на Сімферополь. Ну что думаете, насколько долгосрочными может быть эффект от этих предпринимаемых мер? Я думаю, что это шаги, которые направлены на уменьшение дефицита воды в Симферополе, они могут дать какой-то промежуточный, недолгосрочный эффект, но они никак не решат проблему, которая возникла после того, как был перекрыт Северокрымский канал, и по природным причинам в Крыму не нашлось альтернативы каналу в таких количествах с учетом роста населения из-за массового переезда с территории Российской Федерации. Я предполагаю, что в ближайшие месяцы, с учетом того, что осенне-зимний сезон, дефицит может чуть-чуть снизиться из-за погодных условий. Но, тем не менее, это несет очень сильный экологический вред. И к тому же мы видим, что очень много усилий направлено на Симферополь, но Симферополь — это лишь один большой город. Угу. Ну, тем временем вот мы видим вот тех мер, которые они предпринимают. Тут они занимаются забором воды из Белогорского, Тайганского водохранилища. Вот сегодня стает известно из уст самого же оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, что в селе Зеленогорское, Белогорского района уже тоже 6 дней вот не будет центрального водоснабжения. То есть они закрывают в одном месте какую-то проблему, да, и в другом месте появляется уже другая. Вот судя по тем действиям, которые сегодня они предпринимают, вот можно ли очертить какую-то стратегию, по которой будет действовать оккупанты, будет решать каким-то образом вопрос воды на территории временно оккупированного Крыма? Мне кажется, что стратегия оккупантов сводится к тому, чтобы попытаться максимально урезать дефицит воды именно в Симферополе, потому что Симферополь, по оценкам экологов, был таким, ситуация там была наиболее плачевна. Ну и к тому же Симферополь, как административный центр, это сразу же там по понятным причинам находится оккупационная администрация, там самое большое население, там, как правило, журналисты и так далее. То есть всегда картинки Симферополя крутятся по телевизору. И поэтому для того, что на Симферополь направлена